В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. В селе Тас-Юрях зарождается новый культурный центр. Торжественная церемония закладки свайного поля прошла с участием главы Якутии Айсена Николаева. Двойное преображение. Уже скоро город украсит два новых объекта. И это не просто здания, а настоящие центры притяжения. Что именно готовит столица региона в сфере медицины и культуры, узнаем далее. Тысячи вакансий, тысячи возможностей. Якутск стал центром притяжения для тех, кто ищет работу. Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства бьет рекорды по количеству участников. Уроки агрономии со школьной скамьи. В Якутске открылась агролаборатория, где ученики выращивают овощи. Первые плоды уже собраны. Спорт, здоровье, работа – идеальная формула успеха. В Дахсуне прошел форум, посвященный здоровому образу жизни. В юбилейный год столетия со дня рождения видного государственного деятеля Гавриила Иосифовича Чиряева один из важных мероприятий прошел в Вилюйском Улусе. Так, в родном селе Кеданда глава Якутии, воздавая дань памяти и уважения, возложил цветы к бюсту Гавриилу Чиряеву и принял участие в открытии обновленного музея политического деятеля, 17 лет руководившего обкомом КПСС. На торжественной церемонии открытия музея Айсен Николаев подчеркнул значимость увековечивания светлой памяти государственного деятеля. Гавриилу Иосифовичу было присуще стратегическое, истинно государственное мышление. В жестких условиях партийного управления он выходил далеко за отведенные пределы ответственности, ставил вопросы республики напрямую перед высшим руководством страны. Он расширил рамки советских пятилеток, впервые поставив во главу угла комплексное развитие производительных сил. Даже в масштабах всего Советского Союза это было колоссальное большое новаторство. А днем ранее в селе Тас-Юрях Мирнинского района состоялась торжественная церемония закладки свайного поля многофункционального культурного центра. В мероприятии также принял участие глава республики Айсен Николаев. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. У сельского дома культуры пока нет своего здания. Старое аварийное строение уже снесено. Пока до постройки в селе многофункционального культурного центра сельский дом культуры арендует здание бывшего магазина. Но многие мероприятия стараются проводить в школе, на стадионе и даже на улице. Мы несколько раз переезжали. И у нас, но все равно, несмотря на это, у нас работа ведется в полном объеме. И вот сегодня многолетняя мечта всех сельчан сбылась. В Тас-Юрях и состоялась торжественная церемония закладки свайного поля многофункционального культурного центра с участием главы республики Айсена Николаева. И работники, и односельчане. Все очень-очень радуемся этому дню. Недропользователь выделил на строительство современного центра более полумиллиарда рублей. Сдать новый объект планируют уже в следующем году. Площадь всего здания 1536 квадратов. Пристрой двухэтажное здание. Всего на строительство объекта будут задействованы около 30-40 человек. Бригады строителей разделяются на монолитные работы, бетонные работы, также инженеры по электрике, по сантехнике. Скоро здесь будет стоять новый, красивый, современный, а главное, отвечающий всем запросам и требованиям комплекс. В состав комплекса войдут сельский дом культуры, библиотека, почтовое отделение, актовые и спортивные залы. Анна Васильева, Мирный. Через несколько месяцев столица региона пополнится двумя важными объектами в сфере медицины и культуры. На завершающей стадии находится строительство нового здания Якутской городской больницы номер 2 и Арктического центра эпоса и искусств. На месте строительства работала наш корреспондент Вероника Таюрская. Первой точкой на маршруте традиционного объезда председателя правительства Якутии стала строительная площадка Якутской городской больницы номер 2 в Гагаринском округе.
Долгожданная для жителей района поликлиника уже получила статус «Смарт» и сможет принимать до 600 человек в смену. Новшеством станет размещение станции скорой медицинской помощи. Открытие нового объединенного здания запланировано летом 2025 года. На сегодняшний день стройготовность объекта составляет 80%. Основные работы у нас проводились в зимнее время. Это внутренняя вся отделка помещений. То есть здание у нас 8500 квадратных метров, шестиэтажное. За прошлый год мы полностью возвели монолит. Залили порядка 5000 кубометров бетона. У нас исполнена эстакада и гараж на 6 автомобилей. 27 сентября запланировано открытие первого в мире центра эпоса и искусств, построенного в зоне многолетней мерзлоты. Его ход строительства также проверил Кирилл Бычков. Здание с 3 урасан на крыше объединит зал для филармонии Якутии, мультимедийные и обрядовые салоны, а также многое другое. Строительство центра ведется с учетом недопущения оттаивания мерзлоты. Для этого установлены специальные охлаждающие системы. Изюминкой здания станет общественное пространство с амфитеатром и смотровыми площадками, которое разместится на крыше центра. Арктический центр эпоса, наш такой очень знаковый, очень особенный, уникальный объект. На самом деле, вот сегодня посмотрели некоторые элементы этой конструкции, в частности сцены, такой нету ни в одном подобном сооружении в нашей стране. Вот, это будет уникальное совершенно действительно произведение такого архитектурно-технического творчества. По итогам объезда председатель правительства региона дал положительную оценку строительным объектам и выразил уверенность, что здания будут введены в срок. То, что мы сегодня увидели, конечно, мы понимаем, что такие объекты строятся, наверное, раз в 100 лет. Вот, поэтому к этому и отношение такое главы республики, он очень внимательно следит за каждой деталью. Вот лично все смотрят все эскизы, все технические решения. Строительство Якутской городской больницы номер 2 и Арктического центра эпоса и искусств подходит к финишу. Уже в этом году жители и гости Якутска смогут оценить комфортабельность и функциональность новых зданий. Вероника Таюрская, Илья Сыромятников, Якутск. Более 40 населенных пунктов Якутии получат развитие по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Как сообщила первый замминистра экономики республики Мария Аргунова, в список вошли Якутск, Нерюнгри, Найба, Усть-Куйга, Тикси, Нижний Бестях и 38 районных центров. Для их развития будут привлечены средства из федерального и республиканского бюджетов, а также внебюджетные инвестиции. Цель проекта – улучшить качество жизни в этих городах и селах на 30% к 2030 году по сравнению с 2019 годом. Развитие коснется всех сфер, включая дороги, ЖКХ, здравоохранение, социальную инфраструктуру, водоснабжение и транспорт. АГИКИ расширяет свою образовательную программу по мастер-планированию на весь Дальний Восток. Программа, разработанная совместно с Московской архитектурной школой, учитывает особенности приполярного климата и направлена на специалистов по пространственному развитию. Обучение проходит на реальных кейсах и включает в себя разработку технических заданий для мастер-планов. Ранее программа была доступна только для специалистов из Якутии, но теперь ее смогут пройти представители всех дальневосточных регионов. Новая партия гуманитарного груза из Нерюнгринского района доставлена бойцам в зону специальной военной операции. Помощь прибыла в один из опорных пунктов в ДНР. Подробности у нашего корреспондента Ивана Лазаренко. Опорный пункт Нерюнгринского района успешно функционирует на территории Донецкой Народной Республики уже не первый год, обрабатывая колоссальные объемы гуманитарного груза, среди которого не только персональные посылки бойцам, медикаменты, продукты и прочее, но и крупногабаритная техника, необходимая для выполнения боевых задач. Обстановка, как обычно. Бывает тяжелая, бывает сложная, бывает приемлемая. Приехали мы с Запорожского направления. Там мы уже 3-й год, мобилизованы. Заказывали болотоход Норд. Вот он у нас. Привезли нам помощь. Заказывали мотоцикл, тоже привезли. Все вообще замечательно, чудненько. Радует душу. Поможет нам в выполнении задач
Ну и победа будет за нами. Гуманитарный груз отправляется на все направления, включая Курское, где служит житель Беркакита с позывным «Червь». И вся эта колоссальная работа стала возможной благодаря активному участию района и неравнодушных жителей Южной Якутии. Весь район нас поддерживает. От всех морпехов-дальневосточников огромное спасибо. Вот эту серьезную технику, которую нам предоставили, ребят, без нее нам было бы еще сложнее. Работа идет, работа тяжелая, но мы знаем и верим, что победа будет за нами. За нами сила, за нами правда. Спасибо огромное. Спасибо, что не забываете. Работа опорного пункта порой не прекращается даже ночью, потому что иногда возникает необходимость принять на ремонт привезенное бойцами снаряжение и оборудование, починить которое в полевых условиях нет возможности. Спасибо большое ЗОВ Северу, землякам о том, что помогают нам очень все хорошо. Мы привезли им поломанные дески. Они нам пообещали отремонтировать, потому что это без электричества никак. Все заряжать надо. Мы попутно нам загрузили полный УАЗик всем необходимым. Ехали, конечно, так не очень, как говорится, хорошо, но, слава богу, доехали за пару дней. Волонтерская работа находит самые теплые отзывы в сердцах бойцов, ведь порой они – это единственное связующее звено между бойцами и их родными и близкими. И продолжаться эта работа будет столько, сколько нужно. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. По поручению главы Якутии Айсена Николаева почти 14 тысячам ветеранов Великой Отечественной войны выплатили единовременную помощь к 1 апреля. Общая сумма выплаты составила более 172 миллионов рублей. Об этом сообщила министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова. Также она рассказала, что в республике завершили вручение юбилейных медалей ветеранам войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим узникам концлагерей и труженикам тыла. Награды получили 1688 человек. В Якутии состоялось заседание Совета местного самоуправления при главе республики. Главной темой на повестке дня стала подготовка к 80-летию Победы. Всего в этом году планируется реализовать 64 мероприятия, направленные на увековечивание памяти павших воинов, социальную и медицинскую поддержку ветеранов и патриотическое воспитание. От республики планируется вручение юбилейных медалей, а указом главы всем участникам Великой Отечественной войны будет присуждено звание «Почетный гражданин республики Саха-Якутия». Одним из главных событий, посвященных 80-летию Победы, будет установка памятника Героя Советского Союза Федору Кузьмичу Попову в Якутске. Сегодня необходимо все мероприятия, которые проводятся на уровне республики, декомпозировать на районный уровень, чтобы ни один ветеран, а также участник специальной военной операции не остался без внимания. Есть традиционные мероприятия, есть мероприятия, которые непосредственно связаны с материальной помощью, которая оказывается участникам Великой Отечественной войны, соответственно, детям войны. Все эти выплаты уже произведены, ну и, соответственно, в каждом районе будут торжественные мероприятия. Кроме того, по республике будут традиционные мероприятия, связанные с бессмертным полком. Сразу 350 работодателей представили свои вакансии на якутском рынке труда. Все потому, что в столице республики стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Проходит она уже в 3-й раз и традиционно набирает тысячи соискателей. Тему продолжит Саргалана Неустроева. Название ярмарки «Работа России. Время возможностей» говорит само за себя. Возможностей здесь действительно масса, как для соискателей, так и для самих компаний. Сегодня ярмарка проходит во всех регионах страны, но здесь, в Якутии, представлено порядка 7,5 тысяч вакансий от примерно 350 ведущих предприятий, компаний и хозяйств страны. И что самое главное, это не однотипные предложения. Здесь каждый сможет найти себе дело по душе. У нас достаточно большой спектр вакансий, то есть это от водителей до руководящих должностей, таких как главные специалисты, директора по, допустим, по недавнему закрыли вакансию по охране труда. И все отмечают, что сегодня не только в Якутии, но и по всей стране наблюдается кадровый дефицит. А в республике эта ситуация сохраняется даже при условиях повышенного спроса на рынке труда.
труда. Безработица у нас ежегодно снижается, и сейчас она держится на уровне 5%. Но при этом, безусловно, спрос превышает предложение. И как мы видим, что рабочих мест у нас на сегодня вообще представлено работодателям на нашей единой цифровой платформе «Работа России» порядка 9 тысяч. При этом официально зарегистрированных безработных в наших службах занятости порядка 2800 всего. Ярмарка проводится уже не в первый раз, но по-прежнему собирает большое количество участников. В этом году организаторы ожидают более 5000 гостей. Скажите, пожалуйста, как вам ярмарка? Удалось ли что-то подыскать себе? Нормально, хорошо. Много, оказывается, там работодателей, которые могут взять и без опыта, и с обучением. Ну, хорошие, людей много. Ярмарка очень хорошая, то что вакансии тут любой человек сможет много вакансий найти. Кем хотели бы быть? Какую специальность вы хотите? Ну, либо юриста, либо ФСБ, правоохранительные органы, чтобы защищать Родину. Что самое интересное, прийти сюда могут не только те, кто ищет работу, но и те, кто хочет попробовать себя в чем-то новом. Здесь работают кадровые консультанты, психологи. Есть и интерактивная составляющая, мастер-классы, игры, квизы. В общем, все то, с чем можно провести время не только весело и интересно, но и с пользой. Сарглана Неустроева, Иван Сорокоумов, Якутск. Во Владивостоке вот уже 11 лет работает медицинский комплекс при Дальневосточном федеральном университете. 85% от всей деятельности комплекса занимает хирургическая активность. Начиная с 2013 года специалисты клиники провели 96 тысяч хирургических вмешательств. Какую роль играет медицинский центр в общем здравоохранении региона, расскажет Лиана Михайлова. В медицинском комплексе Дальневосточного федерального университета открылось новое отделение спортивной травматологии и реабилитации, которое функционирует уже около года. Оно создано для оперативного оказания помощи и обеспечения качественного лечения спортсменам с травмами. После операции пациенты направляются в крупнейший в Приморском крае реабилитационный центр, предлагающий широкий спектр услуг. Пациент непосредственно обращается к нам в поликлинику, то есть его осматривает наш специалист, после чего решает вопрос, что сделать с ним дальше. То есть либо это консервативное лечение, либо оперативное лечение. Если необходимо оперативное лечение, они направляют к нам, мы оцениваем. Если есть такая необходимость, тут же госпитализируем, обследуем в условиях нашего отделения, подготавливаем и, в принципе, на следующий день мы можем уже делать оперативное вмешательство, которое необходимо делать в течение первых 2-3 дней. Прямо сейчас мы находимся в операционном блоке, где включены 9 современных операционных. Ежегодно здесь проводится около 14 тысяч операций по всем возможным направлениям. Прямо сейчас за этой дверью проводится операция на роботе да Винчи. Врачи комплекса применяют новейшие методы лечения, включая роботизированные операции на системе да Винчи. Каждый день здесь выполняется около 40 операций. Робот используется в таких областях, как урология, гинекология, кардиохирургия и онкология. Хирурги работают с пульта, который позволяет видеть операционное поле в 3D с увеличением, используя джойстики для управления инструментами. Удобнее всего выполнять на комплексе да Винчи операции в замкнутых пространствах, если их так можно назвать. Это органы малого таза, это предстательная железа. Гинекологи оперируют при заболеваниях матки. Можно еще также используем мы данную систему при операциях при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы. Да Винчи позволяет из малых пространств менее травматично, более прецизионно выполнять операции, ввиду того, что инструменты вращаются вокруг своей оси на 360 градусов. Благодаря этому операция проходит в более комфортных условиях для хирурга. Медицинский комплекс имеет большое значение для жителей региона. Внедрение современных технологий в процесс лечения пациентов подтверждает высокое качество предлагаемых услуг. Лиана Михайлова, Владивосток.
Готовимся к лету. В Ил-Тумене прошел круглый стол, посвященный организации летнего труда и отдыха для детей, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Под руководством Антонины Григорьевой участники обсудили вопросы, связанные с нормативным регулированием и финансированием программ для улучшения детского досуга. Особое внимание уделили безопасности детей при выездах за пределы региона и подготовке вожатых, которые должны быть готовы работать с детьми в сложных жизненных ситуациях, включая детей из семей участников специальной военной операции. Мы по программе ППМИ в прошлом году сделали ограждение, и поэтому, если было бы возможность, то мы бы открыли на базе нашей школы для городских и для республиканских учащихся школ летний трудовой лагерь агроинжиниринга, потому что у нас имеется единственный на Дальнем Востоке научно-учебная лаборатория «Агрокуб». Свежие овощи круглый год. Агролаборатория открылась в одной из школ Якутска. Отмечается, что всеми тепличными работами занимаются сами ученики. О первых успехах юных агрономов расскажет Эржен Гармаева. Якутия – один из передовых регионов, что касается агропрофилирования школ. Особенно эта практика распространена в сельской местности, но и столица старается не отставать. Сегодня в школе номер 39 Якутска официально начала свою работу круглогодичная теплица. За растениями тут ухаживают учащиеся классов естественно-научного направления. По требованиям ФУГОС современного ребята у них должны развиваться практические умения. И вот то, что мы изучаем на уроках биологии, они могут применяют здесь в теплице, работая с растениями, и таким образом у них формируется, можно сказать, естественно-научная грамотность. Лаборатория компактная, по своему размеру даже меньше, чем типичный школьный кабинет. При этом здесь умещаются 2 сорта помидоров и по 4 сорта перцев и огурцов. Последние, кстати, уже дали свои плоды. Ребята собрали целых 2 килограмма. И мне достался кусок. Свежо, вкусно, натурально. Пользу от практических уроков ощущают и дети, и их родители. Мы очень рады, мы на уроках биологии проходим, как пересаживать, удобрять, поливать растения. Родители говорят, что очень интересно, познавательно, хорошо для нас изучать это. В будущем же у нас будет свой огород, наверное, чтобы мы выращивали что-нибудь, сами ели. Лаборатория – совместный проект АГАТУ, инновационного предприятия «Урожай Арктики» и научно-образовательного центра «Север». Ожидается, что такие занятия агрономией со школьной скамьи привлекут молодые кадры в сельскохозяйственную отрасль. Здесь они будут учиться именно садоводству, скажем, и растениеводству. Ну и в последующем, это наша самая главная задача, это мы здесь проводим профориентационную работу для того, чтобы дальше ученики после окончания обучения поступали к нам в наш агротехнологический университет и продолжали свою уже профессиональную деятельность. Одними овощами школа ограничиваться не собирается. В планах поселить в теплице цветы и экзотические растения. Эржена Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. В спортивном комплексе «Доксун» состоялся форум работающего населения. Он направлен на популяризацию здорового образа жизни. Организаторами мероприятия являются Минздрав и Минспорт Якутии. Как это было, расскажет Даяна Федорова. Более 70 сотрудников министерств, ведомств, а также подведомственных учреждений и организаций испытали свои силы на 5 спортивных станциях, которые проверили их на гибкость, меткость и скорость. На гибкость оказалось все довольно-таки в норме. Бег и силовые надо подтягивать, так что есть к чему стремиться. Гиря оказалось легче всего, а подтягивание тяжелее всех оказалось. Хочу начать заниматься спортом после этого. Программа форума обширна. Это не только сдача нормативов ГТО, но и консультации врачей различных специальностей, мастер-классы по здоровому питанию, отказу от вредных привычек и первой помощи. Изначально я не собиралась вообще сдавать ГТО. Я пришла соорганизатором этого мероприятия, но посмотрев, я так подумала, надо как-то проверить себя. Медики должны быть показателем, примером для всех.
Участники форума научились новым упражнениям и стали сильнее. Отметим, с этого года за выполнение норм ГТО можно получить налоговый вычет по НДФЛ при условии прохождения диспансеризации в текущем году. Каждый себя уважающий человек, да, должен физкультурой заниматься. И вот как ГТО должен использовать как инструмент. С 23 по 25 мая этого года пройдет республиканский фестиваль «Мир Май ГТО» в столице региона. Выполнить нормативы могут люди в возрасте от 6 до 70 лет и старше, систематически занимающиеся спортом, в том числе самостоятельно. Даяна Федорова, Станислав Потапов, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Всего хорошего и до встречи в эфире.